Уникальные сумки с ингушским колоритом. Все работы, представленные на выставке, выполнены вручную и сделаны из различных видов кожи, меха и дерева. Стоит одна такая сумка 20 тысяч рублей. Благодаря ярким национальным орнаментам аксессуар дополняет и подчеркивает индивидуальность ее владелицы. На одну такую сумку у Асият Хаматхановой уходит не меньше месяца. Идея, подбор материала, дизайн и упаковка. Именно она управляет всем процессом производства. Изготовлению аксессуара мастерица уделяет все свое свободное время. Результатом довольна. Это сумка из колгана. Это ингушский орнамент. Это гобелен ручной работы, на производство которого ушло 1,5 месяца каждодневного 9-часового труда. А ведь Асият и подумать не могла, что вместе с сестрой Фатимой откроет свой бренд сумок. Асият – золотая медалистка. После школы поступила на юридический, защитила докторскую. В 2013-м серьезно увлеклась декоративно-прикладным искусством. Именно через призму сумок мы решили показать, поделиться глобально с миром культурным кодом ингушей. Сумки активно расходятся в Европе. Что касается российских городов, это Москва и Санкт-Петербург. Амбассадором нашего бренда является Полина Любимова, сотрудник Эрмитажа. И она занимается как раз-таки пропагандой и рекламой нашего бренда в этом городе. Это не первая коллекция сумок у сестер Хаматхановых. За плечами дизайнеров десятки выставок по всей России. Асият вдохновляет ингушская культура. Поэтому идеи для уникальных аксессуаров она черпает из горных пейзажей, древних орнаментов и полотен народных художников. Бренд даже выпустил сумку с изображением мотива из работ Хош Ахмеда Имагожева. Поэтому оценить экспозиции мастериц пришли многие. Сочетание меха, орнамент и создание этого орнамента, качество создания орнамента, отношение вот этой фактуры к этой, отношение как национальное, и вот этот подход, сочетание со всем ее дизайном. Мы же как смотрим, я маленькая, поэтому мне надо что-то миниатюрное выбрать. Я думаю, я выбрала из вот этих сумочек. Пхамат – это название башенного поселения рода Хаматхановых. Так что для сестер это большая дань памяти предкам. Они вот этот дух ингушский, наши орнаменты, наш природный мир. Вот у нее есть серия сумок тоже с именно растениями, именно из Красной книги Ингушетии, может быть. То есть это может сделать только человек ярый, патриот. Они когда-то приехали, тоже говорили, мы патриотки своего народа. Я на самом деле очень завидую ей, что она смогла вот эту свою мечту реализовать и тем более пропагандировать нашу культуру в современном искусстве. Это здорово, исключительно на самом деле. В планах у сестер Хаматхановых создать коллекцию сумок «Весна-лето» с флористикой. Так в дизайн аксессуаров добавят цветы и растения, которые преимущественно растут в нашей республике. Хава Казикова, Асхаб Белакиев. Новости 24.